Торжественное заседание в парламенте началось с исполнения гимнов России и Чечни. Сразу после об исторической важности принятия главного документа страны рассказал спикер Дукваха Абдурахманов. Он отметил, что сама по себе Конституция ничего не значит, если ее не защищает власть. Когда власть себя не защищает, мы получаем картинку 99-го года, 94-го года. Когда власть себя защищает, мы получаем картину сегодняшнего дня. Отметил председатель парламента и другую важную дату в истории правового восстановления России. 16 апреля 2009 года с отменой режима КТО в Чечне началась новая эпоха. Но чтобы сохранить то, что уже достигнуто, необходимо свято чтить и беречь Конституцию, сказал спикер. Если бы тогда в соответствии с этой Конституцией Ахмад Хаджи в 2003 году не повел бы нас на референдум, у нас не было бы паспорта, как он говорил, чтобы построить свою республику. В соответствии с этим паспортом созданы сегодня все органы власти. Конституция, заключаю, Ахмад Хаджи говорил, это паспорт. Там много наших прав, но много наших обязанностей. Я считаю, что главная наша обязанность во имя сегодняшнего дня и во имя будущих лучших дней для нашего народа, чтобы старцы были в покое, чтобы матери не плакали, сестры наши не были в обиды, в достоинстве были молодые джигиты. Мы должны уметь свою Конституцию защищать. Народ наш в веках будет счастлив. Исторический обзор принятия Конституции в 1993 году прошлого столетия был сделан в выступлении президента Академии наук. Шахруди Гапуров подчеркнул, что на тот момент в документе были недоработки, но политическая ситуация в стране требовала этого шага. Один из наиболее содержательных докладов был озвучен и бывшим народным депутатом Чечено-Ингушской ССР Абдулой Бугаевым. Он отметил, что если бы в те годы и власть, и общество сумели объединиться, республика избежала бы многих трагедий. Я считаю, что 20 век – самый трагический век истории чеченского народа. Самый трагический век. Несмотря ни на какие коллизии 18-19 века, и слава Аллаху, что в начале 21 века нашелся человек, который сказал: моя задача не остановить войну, а моя задача закончить войну. Это Ахмад Хаджи Кадыров. Это был действительно человек, который осознавал свою историческую ответственность и как духовный лидер, и как растущий политический деятель. Слава Аллаху, что у нас сегодня есть действительно власть, которая может себя защитить. Ну вот подумайте, 4 декабря. Как это так? Дюзелго, чур-ара оле, туап юци, нех, бех гюнадош был, нах бэабэ, ваагоши, так шудо, вали чуама, республика, сидой, жду, зудри сидой, жду, цунде, то порядок швату, да дяхкан бош, и порядок шанхан юш эл, хэтнак в 2003 году на референдуме, ху порядок юш эл. И сказали, вот, нам нужно это. Есть Конституция. Прокомментировал события 4 декабря и спикер парламента. Особый акцент Дуквах Абдурахманов сделал на телефонном разговоре главы республики с одним из бандитов, подчеркнув, что этот диалог в очередной раз показал неосведомленность так называемых борцов за веру ни в религиозных, ни в политических вопросах. И эта идеологическая победа, по словам спикера, была стратегически важной. Самый главный миг победы, вот действующая власть знает во имя чего, по Конституции именем Аллаха она действует в интересах народа. Уничтожили их, победили, это тоже победа. Но духовная, идеологическая победа была важнее в тот день. А Путин, когда выступает, говорит, если вы заметили, благодарность одно. Местные ребята сами справятся. Федерально айдел юqatsag'oyatish. Рамзан шемилцоштиншая команда шадерзина. Это очень значимо. То, о чем мы говорим всегда.
республика состоялась. Выступали сегодня не только политики, но и писатели. Они отметили, что будущее чеченского народа, как и прошлое, неразрывно связано с Россией. Завершая встречу, спикер призвал всех помнить, за что отдал свою жизнь первый президент республики, и понимать правильность политического курса нынешнего руководства региона. Аза Исаева, Султан Умаров, Дани Хавхаров. Новости.